Раскинувшаяся между прикаспийской низменностью на западе, плато Устюрт на юге, туранской низменностью на юго-востоке и южными отрогами Урала на севере, Актюбинская область – это уникальный уголок мира, поражающий разнообразием ландшафта. Равнины, разрезанные долинами рек и озер, бугристые пески, холмы и горы – все это можно встретить здесь, в самом крупном регионе западного Казахстана. В Хромтауском районе Актюбинской области расположен геологический разрез Айдарлы-Аша. Это место полно тайн и загадок. Более 300 миллионов лет назад здесь обитали древние диковинные животные, чьи останки сейчас хранятся в пластах песчаников и известняка. Протяженность разреза составляет 1,5 километра. В 1996 году ему был присужден статус глобального стратотипа. В другой части области можно встретить почти марсианские пейзажи. Среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, когда именно появился кратер Жаманшин. Одни считают, что ему более миллиона лет, другие настаивают на еще более древнем происхождении – более 50 миллионов лет, когда здесь упал крупный метеорит. Сейчас это место пользуется особой популярностью среди туристов. Неподалеку от кратера раскинулся Эргыз-Торгайский государственный природный резерват. На площади более 700 тысяч гектаров можно встретить 250 видов птиц, 29 видов млекопитающих, 14 видов пресмыкающихся и 4 вида земноводных животных. В озерах Эргыз-Торгайской системы обитают более 10 видов рыб, а в южной части резервата можно встретить степную антилопу – сайгака. Кроме того, в этих живописных местах можно встретить мигрирующих розовых фламинго. Одно из самых живописных и загадочных мест Актюбинской области – это меловые горы Актолагай в Байганинском районе. Куполовидные и остроконечные вершины соединяются хребтами или разделяются ущельями. Сама природа создала здесь террасы, ямы, лабиринты, колонны, выступы и ниши. Одна из гор напоминает одногорбого верблюда с гордо вскинутой головой, другая похожа на гриб. Если восточный склон Актолагая пологий, то западный резко обрывистый, за которым предстает каньон. Если смотреть с высоты, создается впечатление амфитеатра огромных размеров. Степной Швейцарией называют местные жители живописный уголок в Каргалинском районе. Каждый год тысячи туристов едут сюда ради того, чтобы побыть наедине с природой. Здесь можно понаблюдать за уникальным процессом разведения осетровых пород рыб, а также закалить свое здоровье в пантолечебнице. А вот Мартукский район. Природа одарила хвойными лесами, чистейшими родниками и редкими видами растений, имеющими целебные свойства. Здесь действует круглогодичный лагерь для любителей зимнего и экологического туризма. Добро пожаловать в Актобе!